Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что происходит в жизни загаданного человека? Загадайте нам мужчину и давайте посмотрим, чем он живет, чем дышит, что происходит у него в доме, что происходит в его голове и сердце. Загадайте нам мужчину, представьте его, назовите по имени и попросите вам честно-пречестно все рассказать, что с ним происходит, что происходит в его жизни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, мужчина трудяжка здесь вышел, трудяжка. Тяжело мужчине, он много работает, он много трудится. У мужчины есть цель, и он к ней идет. Цель этого мужчины, с другой стороны, его цель — это вы, его цель — это ваше сердце, его цель — это ваша любовь. Смотрите, все, что мужчина делает в сегодняшнем дне, в самом прям ближайшем времени делает и будет делать, он все делает ради вас. Ради того, чтобы приблизить какой-то день. Дату, может быть, не знаю, то ли у вас встреча, то ли свидание, то ли что-то он вам должен, может быть, в эту дату подарить, принести. Да, может быть, он должен денег заработать, чтобы вам их принести. А может быть, у вас какая-то памятная дата на двоих. А может быть, у вас день рождения. И вот он сейчас трудится, работает для того, чтобы успеть к какой-то конкретной дате. Дата связана именно с вами. В его жизни. Работы много в его жизни, суеты много в его жизни. Есть какие-то люди, в основном мужчины, с кем он постоянно общается, контактирует, работает, дела ведет. Мужчины, смотрите, есть хорошие люди, а есть те, которые как-то пытаются им воспользоваться, либо даже как притесняют его, показывают свою власть, свою значимость над ним, а он все терпит. Он готов все вытерпеть, лишь бы к дате успеть. Там дата какая-то идет, какой-то день. Нелегко ему, девочка, устает очень сильно, голова кругом, и ручки и ножки у него прям трясутся под конец рабочего дня. И если сейчас он выпивает, то только лишь для того, чтобы от стресса избавиться. Немножко хоть расслабиться и переключиться. Я так понимаю, что вы не так-то часто сейчас видитесь, либо какое-то редкое общение идет. Даже если этот мужчина ваш муж, вы загадали на мужа, то, возможно, вы там какие-то, крохи, да, там он приходит поздно, уходит рано, вы его там практически не видите, либо видите спящим, например. Да. Вы считаете, скорее всего, что он отдаляется, либо считаете, что у него другая женщина завела, что он к вам интерес потерял, а на самом деле все равно наоборот. Он для вас старается, девчонки. Какими бы отношения у вас сейчас ни были, он старается именно для вас. Никакой эмоции к другой женщине я у него не вижу. Я не вижу. Хотя есть женщины вокруг него, здесь какая-то в лодке сидит, туда-сюда катается, но он не замечает других женщин. Он сейчас весь в работе, весь в делах для того, чтобы успеть к какому-то дню, какой-то памятной дате. И эта дата, этот день, он связан с вами, напрямую связан. Подумайте, повспоминайте, что у вас там, может, годовщина встречи, может быть, у вас день рождения, как я уже говорила, может быть, кстати, он вам предложение хочет сделать, да, и хочет прям при параде, в хорошем ресторане, с красивым кольцом, там, не знаю, со скрипачом, с миллионом роз, да, вот что-то он хочет, ему деньги нужны, много денег на вас, для вас, ради вас, вот. Сейчас его смысл жизни — это зарабатывание. Больше заработать. Мне нужно больше денег.
думает о вас, потому что вы его стимул, вы его мотивация. Если мужчина живет раздельно от вас, то он дома практически не появляется. Ну вот прям сутками работает, вот сутками напролет. Домой он приходит только лишь для того, чтобы поспать, я не знаю, там в душ сходить, переодеться, все. Ест он где-то на лету, на ходу, скорее всего, какие-то бутеры, либо, может быть, какой-то фастфуд. Нет домашней еды у него, нет. Его уже даже желудок сводит, крутит, но он все равно терпит. Терпит работы, много-много работы, деньги нужны. По поводу других женщин. Да, он живет в мире, и в этом мире тоже есть другие женщины, и они рядом. Есть вот какая-то дама в лодке, он ей очень нравится, либо она его очень хочет. И она постоянно вокруг него как круги наматывает, круги. Но он на нее внимания не обращает, либо даже как-то грубо от нее отмахивается. Ну, то есть уйди, не мешай, исчезни, не хочу тебя не видеть, не слышать, не знать. Но она такая настырная, она не сдается и круги наматывает. В принципе, угрозы в ней нет. Скорее, она как такое раздражающее явление и отвлекающее немножко этого мужчину. Так, еще у кого-то отыграется, что у мужчины семья, ну, родители, да, родительская семья, там могут быть братья, сестры. И здесь не очень мне нравится картинка. Возможно, семья с него тоже деньги тянет. Ну, например, там он помогает родителям, ну, это святое дело, понятно. Но и также родители могут заставлять его помогать младшим братьям, сестрам или даже старшим братьям, сестрам. Как будто бы он всех должен содержать. Вот. А он как бы и против ничего сказать не может. Либо его так воспитали, приучили, для него типа это ок. Поэтому ему как-то вдвойне, втройне тяжелее. Либо очень много денег нужно зарабатывать, чтобы везде всем угодить. Да. Работы много. Вижу, что у него недавно что-то не получилось, как будто бы его кто-то подвел, подставил. Он очень тяжело это все воспринял. Прям ходил чернее тучи, мрачнее тучи. И даже, ну, я не знаю, даже, возможно, ну, не дрался, но достаточно громкий был разговор. А может, даже и дрался. Вот, что-то было, прям подвели его очень сильно, и ему в чем-то пришлось прям заново, с нуля начинать. Опять, понимаете, какие колоссальные затраты времени и сил у него идут. У мужчины большие амбиции, и также у мужчины серьезные перспективы. Но для того, чтобы ему быть в ресурсе, ему все-таки нужно о себе думать, а не о других. То есть этот мужчина, он работает как на износ, да, он себя не щадит, но при этом все, что он зарабатывает, все, что он имеет, он как будто бы всем вот прям раздает, как спускает. Особенно вот семья. Почему-то мне идет, что семья много тянет денег. Может быть, у него есть семья, может быть, там бывшая жена, дети от предыдущего брака. Вот прям он очень сильно туда вкладывается. Но он добрый, ответственный человек. Они прям вот как эти клещи, да, пиявки впились в него и давай, сосуд. Здесь мужчине нужен отдых обязательно. Отдых и желательно продолжительный, чтобы восстановить свои силы. Так, по поводу вас. Ну, у него к вам фонтан. Он о вас постоянно думает, мечтает, вспоминает, скучает. Вот, кстати, скучает очень часто проходит. Знаете, что он скучает по вам? То есть действительно мало времени вместе проводите. Либо в сутках недостаточно часов, да, для того, чтобы еще и с вами быть. Чувства у него сильные, планы у него светлые по поводу вас, по поводу вашего совместного чего-то там, да, отдыха, либо отношений. Он видит вас парой. Кстати, если бы не вы, наверное, он в таком бы авральном режиме не выдержал. Просто бы не выдержал и уже бы как сломался, пружинка бы треснула. Но ради вас, для вас он держится. Он очень хочет сделать вам хорошо, он очень хочет сделать вам приятно. Сюрприз, подарок, праздник подарить, улыбку вашу увидеть. Вот смех какой-то у вас необычный, то ли очень звонкий, то ли очень приятный, то ли громкий. Он просто влюблен в ваш смех. И желание, да, чтобы вы постоянно смеялись, слышать ваш смех. У кого-то из вас отыграется, что мужчина понимает, что он недостаточно времени с вами проводит. И
Он очень из-за этого переживает, но ничего пока сделать не может. Да, он не может переломить этот момент. Он очень надеется, что вы его поймете, и очень надеется, что вы будете к нему добры. Да, что не начнете искать ему там замену, другого мужчину. Вот, прям даже через отсыпку об этом просит, что типа ты меня не бросай, пожалуйста. Скоро все поменяется. Пожалуйста, не надо меня оставлять. Не смотри на других мужчин. Я без тебя просто погибну, не смогу жить. Так, еще что в его жизни происходит? Смотрите, не сейчас, но, скорее всего, в следующем месяце, либо через месяц. Какая-то поездка его ждет. Поездка, либо он ее планирует, либо это будет что-то спонтанное. Поездка далеко и на продолжительный срок. То есть вам даже придется как-то, наверное, расстаться. Девчонки, отпустите его в эту поездку. В той поездке он свое будущее как найдет, повстречает. Будущее в плане работы, в плане заработка. А может быть, людей толковых встретит, с кем он сможет объединиться, либо вместе сотрудничать. То есть ему нужно туда ехать. Это дорога судьбы. То есть если он туда не поедет, вот он и дальше будет как белка в колесе крутиться. А вот если он едет, то он каких-то людей важных встречает. И тогда в его жизни все поменяется. Здесь знак больше стоит на его стороне. То есть он выйдет за рамки своих возможностей, да, и работать будет меньше, зарабатывать будет больше. Как-то так идет, видите, знак больше. В принципе, я даже не знаю, чего добавить. Здесь очень хороший мужчина, трудоголик, такой ответственный, трудяшка просто. Трудяшка, которому тяжело, но он справляется. К вам он испытывает самые светлые, лучшие чувства. Работает он для вас и ради вашего блага, либо ради вашего смеха, вашей радости. И даже если вы его редко видите, ему можно это простить. Он не гуляет, он не тратит попусто время. Он на работе, постоянно в работе, в делах. У него большая ответственность, у него большая загрузка. И он постоянно зарабатывает. Девчонки, не обижайтесь на него. И знайте, что скоро все будет меняться. Причем меняться очень резко, быстро и в лучшую сторону. Отпустите его в дорогу, пусть он съездит. И после этой дороги у вас прям совсем все выйдет на другой уровень. Все будет по-другому. Вижу, что вы друг другу по судьбе. И вижу, что ваши отношения только лишь набирают обороты, набирают свою силу. Дальше будет больше, однозначно. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.